для художника всегда большая честь, когда ему поручают работу над созданием образа такого великого человека, как я считаю, был Чингис Айтматов. Дело в том, что представитель любой нации, возвысившийся над границами своей страны и вступив в мировое сообщество гениев, это всегда величайшая величина. Величайшая величина, и создать образ, соответствующий вот этому столпу некому, вот это большая художественная задача и ответственность. И ко мне обратилась прежде всего директор библиотеки иностранной литературы, вы прекрасно ее все знаете, Евгеньева Екатерина Юрьевна, которая привела ко мне в гости вот посла Киргизской республики. И мы познакомились и как-то сразу поняли друг друга. И особых проблем я не видел в работе, потому как мне был понятен образ Чингиза Айтматова, я с ним был знаком, мы познакомились с ним в Бельгии в 99 году, как раз бытность его в должности посла, о чем мы сейчас говорили. И мы с ним открывали памятник Пушкина моей работы. Это был большой праздник для нас, для него. И я видел, с каким пиететом и как он относится и к Пушкину, и к русской культуре, высочайшим достижениям. Я думаю, что они очень близки по своей значимости литературной и для своего народа, и для русской культуры. Поэтому как-то ответственность была велика, но работал я легко и с радостью. И это был некий диалог, может быть, между мною и им, потому как мы общались, мы с ним говорили, мы с ним провели почти весь вечер в Брюсселе. Это было продолжением. Как бы ничто не предвещало, что я встречусь с ним через столько лет уже вот в таком виде. И придется воплощать его уже вот в памяти и моей, и для людей. И если мне это удалось, то это замечательно для меня и для тех, кто любит его творчество, если это не противоречит представлению об его образе. И мне казалось, что вот в этой небольшой, может быть, по значимости, казалось бы, форме выражения, а именно бюста, можно создать нечто большее, что я и пытался сделать. То есть, если вы обратите внимание, там постамент – это земля Киргизии, из которой вот и вырос этот столб, который увенчан головой вот Чингиза Айтматова. И в этом есть значимость и знаковость той вещи, которую я делал. Во всяком случае, это был мой замысел. Я хотел сделать не просто голову на постаменте, а это столб. Это именно столб, выросший из своей земли и являющий той вертикальной доминантой, которая, я думаю, на многие годы будет освещать для многих путь созидания и литературного творчества, и вообще отношения к жизни. Но, разумеется, в отрочестве я знал его произведения, уже все это читалось. Он так рано стал знаменит. И когда мы говорим о нем теперь, принимая его произведения во всем корпусе, в блоке, так сказать, мы не учитываем те люди, которые не прошли с ним его путь как читатели от книги к книге, а вот теперешние читатели, они кажутся, что это все так и было. Но ведь это очень большой путь перемен, метаморфоз, его развития, его дороги со ступени на ступень. Вот. Я бы сказал, что он был великим накопителем. Он выбрасывал очень много, лавину мыслей, чувств, художественных образов, но у него все пребывало. Его сумма идей увеличилась с годами, и в общем-то, его жизнь, я думаю, была борьбой за общую какую-то идею, потому что он не родился с ней, он не принадлежит к тому сонму мировых гениев, в котором мировая культура досталась сразу в колыбели. Он завоевал ее. Мне приходилось с ним сталкиваться в самых разных обстоятельствах, и я думаю, что он был человеком многосложным и даже многоликим.
Я видел его общающимся с читателями, очень чутким, внимательным к слову читателей. Я видел его добрым, я видел его заносчивым и надменным. Может быть, это было справедливо по отношению к тем людям, которые его пытались уничтожить в молодости, травили, а потом зависели от него. Я видел его потрясенным, потрясенным. Он от меня узнал о смертельной болезни своего заместителя по Союзу писателей, выдающегося киргизского поэта Жалона Мамытова, моего близкого друга. Он сожалел, что не узнал этого раньше, не мог перебросить его на лечение во Францию или в Америку. И я видел его и в поздние годы, когда он, это невероятно, с таким волнением говорил с трибуны о том, как он хочет, чтобы были читатели у его нового романа. Он придавал большое значение каждой новой книге, а наступило время малых тиражей и так далее. Случилось так в 2007 году, что я вел круглый стол, посвященный Низами и Пушкину во время книжной ярмарки в Баку. Пришел Айтматов в сопровождении своего друга Ужаса Сулейменова. И тут я понял с первых своих слов, посвященных Пушкину и Низами, что Пушкин и Низами такие вечные люди, о которых мы вспомним еще не раз, а вот вся собравшаяся публика хочет слушать Айтматова, что он скажет о живой, вот нынешней литературе, ее судьбе. И так вышло. Конечно, он обладал мировой культурой в расцвете своих сил. Он написал, например, предисловие к моим переводам из великих персидских поэтов. Я понимал, что имена Хафиза, Саади, Хакани для него не пустые имена. Он понимал, что это все значит на фоне мировой и евразийской культуры. Конечно, то, что Айтматова сегодня нет, это явно чувствуется, но то, что руководство Киргизии, народ Киргизии и все его коллеги, которые знали его досконально, кто он такой, то, что они поднимают этот форум заново, это очень, я думаю, важно, потому что это был форум интеллектуалов, людей, которые мир понимают намного глубже, чем просто обычно ходящие люди. Они понимают людей, психологию. В первую очередь то, что было у Чингиса Рукулча, это все его произведения, они были просто через болью, сердечной болью пропущены через его талантливый, очень мудрый ум. И все, что он делал, это было высоким художественным произведением. В то же время это было политическим предсказыванием всегда. Вот однажды я из Ашхабада, однажды он звонил в Ашхабад, мне говорит: ты завтра еще будешь дома? Я говорю: да. Ну, я завтра прилетаю, мы встретимся. Я говорю: а в чем дело? Что так неожиданно? Он говорит: потом скажу. Это были только начало Горбачевского времени. Он завтра прилетел, звонит, говорит: я не должен был прилететь. Усабалиев, первый секретарь ЦК Компартии Киргизии, каким-то официальной поездкой вылетает в Ашхабад, но я не был в делегации. Но к этому времени вышла его статья в газете «Правда». Сейчас я название не помню. Это было о том, как человечество в то время, уже, в общем-то, цивилизованное общество, как идет навстречу третьему тысячелетию. Как люди, мы могли бы или должны были даже его встретить. Потому что теми отношениями, тем мышлением, теми думами о земле, о человеке уже идти не надо, потому что мы уже показали. История вся, в общем, человечества, пролитая кровью, оно доказало, что надо менять жизнь,
надо менять отношения. Это, когда говоришь об отношениях, то что получается уже политика. И, в общем, прочитав эту статью, Горбачев позвонил вначале ему, поговорил с ним, потом позвонил Усубалиеву и сказал, что эта статья – программа нашей партии. Где-то в 1906-1907 году я снял о Гумилеве большой 3 фильма документальных, 3 серии. Первый о нем, о Гумилеве самом, второй о взаимоотношении татар и России в свое время, и третий о значении по Гумилеву русского языка в евразийском пространстве. И там я взял интервью у Айтматова, долго говорили, монтаж вошел, конечно, мало, говорил он вообще так о русском языке, о его объединяющей силе, о его силе для роста всей цивилизации, что сегодня, к большому сожалению, сами русские не говорят об этом. Понимаете? Это одна из тем, которую надо продолжать по Айтматову, потому что на огромном пространстве люди сегодня, в многих республиках уже не изучают русский язык, и народ с каждым днем не вперед, а назад ведь идет. Потому что интернет для них закрыт. Книги, которые были, которые у многих дома в библиотеке лежат, они уже, дети читать их не могут. Да. И когда такой человек, как Айтматов, заботился о русском языке, о его распространении, о его значении, сегодня об этом полностью забыто. И потому я думаю, всем организациям, которые хотят думать обо всех вот таких глобальных мыслях Айтматова, мы должны ими просто все время заряжаться, руководствоваться и делать ему, его память тем, что мы ему верно служим и живем с ним вместе и преклоняемся его талантам. Чингизом Тураикуловичем вы являетесь представителем более поздней формации, но тем не менее хотелось бы спросить о вашем отношении к этому человеку. Пожалуйста. Спасибо. Вы более молоды, чем Чингиз Айтматов, она хотела сказать. Тоже спасибо. Давай. Всем здравствуйте.